Добро пожаловать в Музей образования Республики Башкортостан. Уверена, немногие тут были, а тут есть на что посмотреть. Целых 3 зала с богатейшими коллекциями экспонатов. Открылся после обновления Музея истории развития образования. Перед нами карта с образовательными учреждениями Уфы в начале 20 века. В то время их было более 40, но здесь представлены только 10. Можно сделать вывод: Уфа в начале 20 века была крупным образовательным центром юго-восточной окраины Российской империи. Такими были учебники на арабском языке, совсем не похожие на наши с цветными картинками. Также в этом зале представлены фотографии и макеты самых главных школ башкирской столицы. Например, эту вы точно узнали. Она всегда была престижным учебным заведением. Учиться в ней стоило 40 рублей в год. Это стоимость лошади. В советский период здание использовалось для нужд образовательных учреждений. Тут была школа, дом пионеров и институт усовершенствования учителей. Неудивительно, что сейчас тут музей. А в этом зале все, что связано с советским образованием. Вот, например, школьные принадлежности, готовальная, инженерная линейка, предел мечтаний советского школьника. Ученики писали перьями, они макали перо в чернильницу в непроливайку и писали. Помимо учебы, прилежные пионеры рисовали стенгазеты и участвовали в общественной жизни школы. Собирали макулатуру, сдавали металлолом, изучали природу и ходили в походы. Самые продвинутые учителя на уроках использовали кассетные проекторы и пластинки с аудиоуроками. Музей истории развития образования – это единственное место в нашей республике, где хранят память о тех, кто носил гордое звание «учитель». А это зал о Великой Отечественной войне. Да, несмотря на тяжелое время для страны, дети продолжали учиться. Образование превыше всего. Во время раскопок дети из современных поисковых отрядов обнаружили находки в Брянской области и в Белгородской области. Каски, кружки и, конечно же, письма, упакованные в треугольники, так как конвертов не было. В общем, много всего любопытного. Рекомендую. Открытие обновленного музея – это большое событие. Неудивительно, что оно произошло в год педагога и наставника. Лера Антропова, Наи Гальнурин, специально для Горы новостей.